Собака – друг человека, дорогие друзья, в этом мы уверены с самого детства. А психологи утверждают, что если ребенок сознательно просит завести собачку, Так. нужно обязательно пойти ему навстречу, потому что Вдвоем. собака помогает что? Развить дисциплину, Так. раскрыться более потенциально в своих, в общем-то, эмоциональном своем фоне. И огромное-огромное количество плюсов от этого поступка вы приобретете. Но у нас сегодня, кстати сказать, есть гости, помимо вот этого чудесного, Это замечательного Бамблби. У нас в гостях, дорогие друзья, ветеринар Гульнара Цпалова. Гульнара, здравствуйте, доброе утро. А также у нас в гостях декан ветеринарного факультета Башкирского государственного аграрного университета Базекин Георгий Вячеславович. Георгий, тоже вам доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Георгий Вячеславович, мы знаем, что Бамблби это ваш питомец, но прежде чем мы начнем разговор о нем, хочется узнать, как же все-таки полностью зовут нашего сегодняшнего гостя. Ну, дома мы его зовем коротко, как бы Библ. Да, Библ, мистер Библ. А вообще он Мистер по Библ, да. своему происхождению Бамблби, принц Уэльский. Ох ты, принц Уэльский. Как-то это связано с королевой, с принцами? Ну, видимо, Да. есть. Это, кстати, померанский шпиц, вот карликовый померанский шпиц был любимой породой собак королевы Виктории Ого. в Великобритании. Да. Друзья, Кажется, живет во мне королева, или тоже Да. не любит? Друзья, перед тем, как мы начнем активно очень обсуждать, у меня есть приятный момент. Дело в том, что пока у нас гость находится здесь в эфире, у нас есть замечательная возможность разыграть вот такой сертификат на одноразовую бесплатную ультразвуковую диагностику органов брюшной полости домашнего животного. Вот такой Разыграем мы его замечательный. прямо сейчас, друзья. Серьезный сертификат, очень полезный для вашего домашнего питомца. Расскажите, Гульнара, на какой вопрос нашему телезрителю прямо сейчас нужно будет ответить? У нас такой вопрос телезрителям. Внимание, волчок, Да. нет волчка. Внимание, вопрос. Кто знает, с какого года основан наш Башкирский государственный аграрный университет? Год основания аграрного Да. университета. Друзья, звоните прямо сейчас к нам в студию, получайте сертификат. Очень красивый, во-первых, и очень полезный. Поэтому будем вам сегодня дарить его. Ну и давайте уж говорить о шпицах. Расскажите, Наконец-то. Георгий Вячеславович, расскажите, вот в чем особенности ухода за карликовым шпицем? Ну, во-первых, со всеми шпицами нужен минимальный уход. Минимальный. Несмотря на его красивую шерсть, вот как мы видим, да, достаточно каждый день только расчесывать его. То есть себя утром и Бамблби. Да, и купать один раз в месяц. Всего лишь. Всего один раз в месяц. Что касается особенностей питания, есть ли какие-то предпочтения у этой королевской собаки? Ну, практически нет. Он потребляет обычный стандартный рацион, как и все собаки. Ну, например. Считается неприхотливым. Они едят и натуральную пищу, и корма, сухие корма. Мгм. Ну, если, например, обычно как принято, да, у нас пельмени не доели, собаке отдадим. Как вот со шпицем? Капризны ли они в этом плане? Ну, есть, конечно, чуть-чуть привередничество у них. Но чем меньше форма корма, тем им это приятнее. Слушайте, вот мы смотрим, что очень-очень чрезвычайно дружелюбен. Это вот особенность именно вашего питомца или особенность породы? Нет, шпицы, они же собаки-компаньоны. То есть они должны всегда сопровождать своего хозяина. Так. Поэтому уже генетически заложено, что они веселые, энергичные, не злобные и доставляют удовольствие Ой, своему это владельцу. точно, с удовольствием вы точно не обманываете. Слушайте, а вот хочется узнать по поводу, вот все-таки большая собака это защитник, да? В чем польза карликовых шпицев? Ну, Вообще для чего? Вот обычно большую собаку для безопасности заводят, да? Какую-то вот собаки-няньки есть такие для воспитания детей. Шпиц. Ну, это есть ли какая-то- декоративный такой. да, она декоративная собака и собака-компаньон. Для удовольствия. Для удовольствия. Для точно. удовольствия, да, одиноким людям и детям можно, пожалуйста, как друг свой, с которым можно общаться. Итак, внимание, один из самых главных вопросов. Ну-ка. Я знаю на 100%, что в основном, в большинстве случаев, всех взрослых, ну не детей, конечно же, отпугивает желание завести собаку по той причине, что, боже мой, с ней же нужно столько гулять в день. Я знаю по опыту некоторых собаководов, что маленькие декоративные карликовые породы собак, слово такое употребил, на самом деле могут как коты, в общем-то, да, что касается выгула. То есть можно, представляете, избежать в некоторых случаях прогулки утренние. Мы с Бамблби на тебя внимательно смотрим, так? С помощью лотка, который располагается дома. Так ли это или Да. нет все-таки? Да, действительно, декоративных пород собак можно же и не выгуливать.
Ну нет, ну гулять нужно, потому что, в Да. смысле, как-то Класс. на улице побывать. А с точки зрения туалета утреннего и вечернего можно дома обустроить все. Все хозяева или владельцы питомников, где рождаются вот такие милые собачки, уже владельцы уже приучают их. То есть они уже приучены. Да, они уже У нас есть звонок прямо сейчас в студии, давайте его примем. Доброе утро. Доброе утро. Ты на 12 Доброе встал? утро. Здравствуйте, как вас зовут? Руслан. Рустам, доброе утро, очень приятно вас слышать с утра. Расскажите, знаете ли вы, как давно был основан Башкирский государственный аграрный университет? 1930 год, если не ошибаюсь. Правильно? Правильно. А не будем Правильно. мучить, что ли, прям? Не Сразу будем, скажем. мучить не будем, Руслан, мучить не будем. Спрашиваю только вас вот что. Расскажите, любите ли вы собак, и если да, то какой породы вы собак предпочитаете? Я больших люблю собак. Большие это какие? Бамблби, Ротвейлеры, посмотри на Руслана, доги, прямо в глаза. овчарки. Овчарки нет, Ньюфаундленды, Сен-Бернары, такие большие. А как относитесь к мелким таким породам, скажем так? К декоративным породам? Ну, интересно посмотреть, так, но не дома держать, для меня, по крайней мере. Руслан, спасибо. Хорошо. Ну, мы вас поздравляем. Это правильный ответ. Сертификат на одноразовую бесплатную ультразвуковую диагностику органов брюшной полости домашнего животного достается вам под бурные Поздравляем, овации, под Руслан. аплодисменты у нас. Вы молодец. Вот и главное, чтобы Руслан сам не сделал себе ультразвуковую диагностику, потому что это не для людей, для животных. Ну, расскажите, вот в чем особенность, если говорить вот о таком серьезном, да, уходе, как ультразвуковая диагностика и так далее, как часто нужно шпицам вот как раз проделать такие процедуры? Как людям, раз в год? Ну, конечно же, Да, если круто. собака вам не доставляет никаких хлопот в целях вот здоровья, то достаточно один раз в год посетить на Для ветеринарного профилактики. врача, да, для профилактики, показать его, и больше и не требуется. Это как диспансеризация у человека, у животных то же самое. И еще у меня такой вопрос тоже есть. Зачастую очень бывает, когда появляется в семье первый ребенок, он просит завести собачку, заводит собачку, появляется второй ребенок. И вот тут обычно все собаки сходят с ума, потому что нужно ребенка купать, пеленать, а он скребется в дверь, пустите, посмотреть и так далее. Как вообще ревниво реагируют, не ревниво на появление новых членов семьи? Или это вообще такая Или норма? шпиц. Привет, Ну, дружок. И Как сразу вообще вы начали. с детьми У отношения? каждой собаки, конечно же, свой характер, но Ко мне хочет. в частности, вот видите, что касается шпицев, они, наоборот, у них такой милый, ласковый характер, что им чем больше народа, тем им лучше. Ну вот я знаю, что многие родители переживают, что вот царапнет собака или кошка. Она не Или- царапается, у нее нет коготков. Да, или ну что-нибудь вкуснет, может быть, хоть ротик маленький, но мало ли. Вот как по безопасности для детей, как вы считаете? Ну, конечно же, любое животное он может и царапнуть, и прикусить, так скажем. Тем более Это- дети, они да. могут и... А они агрессивные люди, Да, так. да, могут и схватить Точно. неаккуратно, да. Ну, здесь достаточно только оказать первую помощь и уж обратиться потом. Да, ну я думаю, специалисту. что проблем не будет, потому что такое существо не хочется вообще не трогать и не сжимать никак. Спасибо Да. огромное, что вы пришли к нам сегодня. Мы поздравляем еще раз Руслана с победой, потому что это очень приятный, полезный сертификат. Ну и спасибо тебе, Бамблби, мой дорогой.